11 учителей республики поборются за звание «Классный-классный». В Зеленецкой школе Сыктывдинского района стартовал юбилейный 5-й по счету республиканский конкурс педагогического мастерства. Здесь победители первого заочного тура. Это не просто педагоги, классные руководители, которых дети называют «вторая мама» или «второй папа». Елена Кононова о классных. Маски на глаза и семена фасоли – вот такой необычный комплект для классного часа. Каждый классный в своей работе пытается найти лучший способ донести знания до ребят, а потому зачастую подход творческий, сам же настрой боевой. Если что под рукой, есть спасительное средство от стресса – вода с медом и лимоном. Вот я покажу ребятам, как можно проявить свою любовь, что необходима помощь, взаимовыручка. В реальной, в мирной жизни тоже это необходимо. Елена Бакуменко к борьбе за звание лучшего классного готова. Все-таки 10 из 11 лет педагогического стажа преподаватель биологии, по совместительству еще и классный руководитель. Со своими детьми с 5 по 11 класс. Всегда и везде вместе. Они со второй мамой, так называют подопечную Елену Витальевну, делятся самым сокровенным, советуются и путешествуют. Мы должны знать, где наши дети находятся, чем они увлекаются, как они проводят свободное время от школы, от лицея, интересы их знать. Ну и хороший классный руководитель всегда должен понимать и чувствовать своих детей. Первые испытания «Классный час» – гражданско-патриотическая тема выбрана не случайно. Сегодня в образовательной системе страны воспитание является ключевым. И эта миссия прежде всего возлагается на классного руководителя. С 5 сентября в школах раз в неделю проходят разговоры о важном, где поднимаются вопросы волнующих современных детей. Конечно, классному руководителю сейчас очень сложно, дети разные, родители разные. Вот этот симбиоз нужно выстроить работу так, чтобы получился результат, который потом поведет детей дальше в будущее. Кстати, сам Александр Гаврилов – классный 2019 года. А сегодня преподаватель истории Ухтинской школы в качестве эксперта жюри оценивает своих коллег. Говорит, с этой позиции лучше видны подводные камни в работе каждого участника. Впрочем, наши классные руководители очень грамотны и подкованы. На протяжении последних лет в республике выстроена система сопровождения классных руководителей. Мы даже ее представляем на федеральном уровне. У нас уже 3-й год работает онлайн-школа для классных руководителей. Проводятся очные курсы повышения квалификации, а также методические семинары. И мы видим, как меняется сегодня методическая система работы класса руководителя. Еще одно испытание – мастер-класс. Конкурсантам предстоит поделиться своими лучшими практиками в работе с родителями и социальными партнерами. Кто же из педагогов достоин звания «Самый классный», станет известно 30 сентября. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.